Добрый день, уважаемые коллеги, соотечественники, будущие абитуриенты и их родители. Прямой эфир ведется из столицы Республики Башкортостан, города Уфы. Мы завершаем цикл встреч с высшим учебным заведением нашей республики. Это наша третья завершающая встреча. Если вдруг вы не смогли принять участие в предыдущих презентациях, но хотели бы ознакомиться, все видеозаписи данных мероприятий сохранены на YouTube-канале Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Ссылка на записи указана в комментариях сегодняшней трансляции. И ссылка на эти видеопрезентации отдельно и на канал YouTube в том числе. Напомню, что на данном канале можно ознакомиться с презентациями следующих вузов. Башкирский государственный аграрный университет, Башкирский государственный медицинский университет, Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова, Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы, Уфимский государственный нефтяной технический университет. И сегодня вас приветствуют представители Уфимского государственного авиационного технического университета и Башкирского государственного университета. Модератором сегодняшнего мероприятия буду я. Меня зовут Радик Геннадьевич Юлбаев, начальник международных программ и проекта Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Перед тем, как начать нашу с вами совместную встречу, слово предоставляется председателю Совета ректоров вузов Республики Башкортостан, ректору Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы Салавату Талгатовичу Сагитову. Добрый день, наши дорогие соотечественники, наши дорогие друзья. Как мы и обещали, площадка Башкортостан, мы, башкиры, потихонечку, но становится местом для общения с нашими соотечественниками, соплеменниками, которые по воле судьбы проживают за пределами нашей большой страны. Но при этом ваш интерес к жизни нашей республики, к истории Башкортостана, он всегда ощущался и ощущается. И мы стараемся удовлетворить все ваши потребности. Вы, наверное, уже посмотрели ряд лекций, которые размещены на нашем портале, уроки башкирского языка. Также мы провели ряд встреч. И как я и обещал, с сегодняшнего дня мы начинаем цикл встреч с представителями университетов, расположенных в городе Уфе, которые, конечно, готовы принять в свои стены всех желающих. С вами встретятся представители Башкирского государственного университета, Уфимского государственного авиационного технического университета, нефтяного технического университета, Башкирского медицинского университета, Института искусств, Аграрного университета и нашего университета Акмуллы, педагогического университета. Я уверен, что вы найдете ответы на многие вопросы, которые вы можете задавать в прямом эфире. Если вдруг вы не найдете их в прямом эфире, мы обязательно ответим вам позже и направим все ответы на интересующие вас вопросы. Помните, что действительно ваша историческая родина, Башкортостан и ее вузы с удовольствием примут всех желающих, тех, кто хочет получить высшее образование в нашем городе, в нашей республике. Добро пожаловать, Рахамидегет. Уважаемые коллеги, мы с вами работаем в следующем формате. Сначала презентация двух вузов, затем ответы на ваши вопросы. Поэтому большая просьба, пишите ваши вопросы в комментариях. Мы ответим на них в конце трансляции. Данный эфир также будет сохранен и доступен к просмотру на YouTube-канале Акмуллинского университета. А сейчас разрешите слово предоставить ответственному секретарю приемной комиссии Уфимского государственного авиационно-технического университета Калимуллину Радику Рифкатовичу. Радик Рифкатович, вам слово. Спасибо большое, Радик Ринатович. Мы вас приветствуем, дорогие абитуриенты, дорогие родители. Сегодня хотелось бы вам рассказать про Уфимский государственный авиационный технический университет, но для начала давайте посмотрим небольшой ролик.
Привет, меня зовут Леня, и я учусь в УГАТУ. Кроме этого, я являюсь курсантом военно-учебного центра при УГАТУ. И сейчас, дорогой абитуриент, я как студент ведущего вуза нашей республики назову тебе несколько причин, почему ты должен выбрать именно УГАТУ. УГАТУ – единственный вуз Республики Башкортостан, имеющий свой авиапарк, в котором представлены современные боевые самолеты и вертолеты. Только в УГАТУ есть суперкомпьютер, лаборатория 3D-визуализации, а также музей авиационных двигателей и много других научных центров и лабораторий, не имеющие аналогов. В УГАТУ обучают по самым востребованным и уникальным направлениям подготовки в сфере авиационной промышленности и обслуживания летательных аппаратов. Здесь возможно получить образование по многим специальностям будущего. Проектировщик роботов, беспилотных систем, электрических самолетов и автомобилей и многим другим. Здорово, не правда ли? Особо старательных студентов УГАТУ поощряет повышенными стипендиями за успехи в учебе, научных исследованиях, творчестве и спорте, ну и других областях. Кроме этого, студенты получают стипендии президента и правительства Российской Федерации, главы Республики Башкортостан и так далее. И у нас учатся большинство именных стипендиантов нашей республики. Кстати, уже на первом курсе ты можешь получать стипендию до 100 тысяч рублей. УГАТУ тесно сотрудничает с ведущими предприятиями страны и региона, что позволяет предоставлять студентам практику, а выпускникам в короткие сроки находить работу по специальности. УГАТУ – единственный университет Республики Башкортостан, который ведет военную подготовку. Ежегодно выпускается более 100 офицеров и сержантов запаса и кадра, которые служат во всех военных округах России. Ты можешь получить сразу две специальности – гражданскую и военную. Прям как я. УГАТУ – это не только учеба и научные исследования, но и незабываемые студенческие годы. В университете проводится большое количество культурно-массовых и спортивных мероприятий. Студенты могут реализовать себя также в различных студенческих кружках и секциях. Ежегодно наши студенты ездят на море по льготным путевкам, отдыхают в санатории профилактории и на Павловском водохранилище. Когда говорят, что УГАТУ уникален, не преувеличивают. Наш университет входит в число лидеров технического образования России, занимает передовые позиции в ведущих рейтингах. Здесь работают высококвалифицированные преподаватели, обучается около 16 тысяч студентов. И за 87 лет из стен УГАТУ выпустились десятки тысяч студентов, которые внесли большой вклад в развитие нашей страны, прославив наш вуз и за ее пределами. Я горжусь тем, что учусь в этом университете. И можно долго говорить о достоинствах нашего вуза. Но я уверен, что ты уже решил стать частью нашей большой семьи. Мы ждем тебя. Дорогие абитуриенты, в этом году Уфимскому авиационному университету исполняется уже 89 лет, и мы находимся в преддверии большого юбилея, 90-летия. И мы гордимся, что за эти годы университетом выпущены тысячи высококлассных специалистов, которые востребованы не только в нашем государстве, но и в государствах зарубежных стран. Университет сегодня представлен 6 факультетами, 3 институтами. Имеется 2 филиала в городах Кумертау и Ишимбай. Помимо подготовки специалистов, скажем так, высшего образования, университет ведет подготовки и специалистов среднего профессионального образования. На 9 факультетах и институтах ведется подготовка по 38 направлениям подготовки бакалавра, 11 специальностям, 32 направлениям подготовки магистратуры. Государством выделяется большое внимание для подготовки инженерно-технических кадров, поэтому в этом году выделено более 2000 бюджетных мест, так что у вас будут большие высокие шансы для поступления в наш университет. Если рассматривать направленности подготовки, то их можно разделить на 3 части. УГАТУ ведет подготовку специалистов в первой IT-сфере, это и мат-обеспечение. Второе – инженерно-технические кадры, специалисты в области электроэнергетики, машиностроения, защиты в чрезвычайных ситуациях. Ну и, конечно же, гордость Уфимского авиационного университета – это специалисты в области проектирования и техэксплуатации летательных аппаратов.
Помимо подготовки специалистов инженерно-технического кадра, также ведутся подготовки специалистов в области экономики и управления. На слайде представлены рейтинговая ситуация университета. Сегодня в ГАТУ, как и многие ведущие вузы Республики Башкортостан, представлены в этих рейтингах, что показывает о качестве подготовки специалистов и о их востребованности. В УГАТУ ведется серьезная подготовка специалистов и научных кадров. Подготовку ведут специалисты с мировым именем. Именно за счет таких научных руководителей студенты выигрывают в международных конкурсах, во многих олимпиадах. За такими как раз-таки абитуриентами и студентами будущих наших республик, наших государств. Что касается международного образования, хотелось бы дать слово Татьяне Александровне, которая более открыто расскажет по этим направлениям. Добрый день, уважаемые участники встречи. На сегодняшний день в УГАТУ обучается 265 студентов из 46 стран мира. Наша карта представлена на слайде, вы можете посмотреть и количество, и представленные страны. Также показано наиболее востребованное направление подготовки. Обратите внимание, что наиболее востребована у нас техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей. Это, как Радик Рифкатович сказал, это гордость авиационного университета. И хотелось бы сделать вот небольшую ремарку. Всего в России 5 авиационных вузов. То есть мы одни из такого штучного товара в Российской Федерации. Мы готовим специалистов именно для авиационной техники. Но когда абитуриенты слышат слово «авиационный», они думают, что это только связано с авиацией и ракетостроением. Нет, ребята, не только. Мы готовим специалистов именно инженеров-конструкторов и инженеров-технологов. Конструктора будут разрабатывать, обслуживать, эксплуатировать авиационное оборудование, а также самолеты на земле и в воздухе. Также среди интересных направлений есть вот авиастроение, где вы можете изучить и авиастроение, и вертолетостроение. И очень интересное востребованное направление – это система управления летательными аппаратами. То есть здесь даже вы можете быть в составе летной группы. Также интересные направления для наших иностранных абитуриентов – это электроэнергетика, электротехника, а также мехатроника и робототехника. У нас есть несколько соглашений с 13 странами, по которым у нас заключено соглашение «Сетевое образование» и программы двойных дипломов. То есть наши студенты могут пойти стажировку или пройти обучение по определенному курсу или модулю в других странах. Мы подготовили для наших иностранных абитуриентов международную олимпиаду, назвали ее «Взлет», поскольку она у нас, регистрация стартует с 12 апреля, да, то есть это значимая дата для авиации, поэтому мы назвали ее «Взлет». Пожалуйста, сможете сфотографировать QR-код, и с 12 апреля можно будет зарегистрироваться. Сама олимпиада пройдет с 26 апреля по 30 апреля. Эта олимпиада позволит вам узнать свои знания, проверить свои знания и подготовиться к вступительным испытаниям во все вузы. Также на слайде представлены наши аккаунты международного отдела в различных соцсетях. Пожалуйста, обращайтесь по всем вопросам, мы всегда рады вам ответить. Здесь показаны наши мероприятия, которые мы проводим. Мы, естественно, взаимодействуем со всеми Россотрудничествами, со сайтом Russia.edu, Russia Study. Ждем квотников к нам на обучение. На данный момент у нас 43 студента обучаются по квотам Министерства науки и высшего образования. Дальше, вот мы собираемся, планируем, по крайней мере, в апреле побывать на образовательных выставках. Ну, как сложится эпидемиологическая ситуация, тут будет понятно. Также мы работаем с рекрутинговыми агентствами. И в мае мы запланировали серию вебинаров по подготовке к сдаче наших вступительных испытаний. Вся информация будет размещена на нашем сайте. Пожалуйста, следите за этим. Будем рады ответить на все вопросы по поступлению. Итак, как же поступить к нам в УГАТУ? Ну, для начала зайти на наш сайт, посмотреть, какие у нас есть направления.
выбрать подходящие для вас программы обучения. Далее узнать о вариантах финансирования. Возможно, вы уже участвовали в тестированиях на квоты министерства и ждете уже результата, да? Тогда надо на сайте Russia.edu выбрать УГАТУ. Также вы имеете право поступать на бюджет, поэтому если у вас возникают вопросы, вы можете ваши документы направить на нашу почту, мы вас проконсультируем. Дальше необходимо собрать пакет документов. К основным документам от иностранных граждан мы еще просим переводы, если нет русского языка в ваших аттестатах и документах об образовании, обязательно нужны переводы как паспортных данных, так и документов об образовании, переводы на русский язык нотариально заверенные. Соответственно, надо подать заявление. В этом году это можно сделать дистанционно через личный кабинет абитуриента на нашем сайте. Дальше вы должны будете сдать вступительные испытания, соответственно, набрать минимальные баллы и дальше уже участвовать в конкурсном отборе. И если вы представитель визовой страны, то мы отправим вам приглашение для получения учебной визы. Если нет, то мы отправим вам приглашение, чтобы приехать к нам, уже подать согласие на обучение и привезти оригиналы документов. Хотелось бы несколько слов сказать о досуге наших студентов, потому что обучение – это главное, но не стоит забывать и о личной жизни, о социальной жизни. У нас проводится множество различных конкурсов, такие как «Мисс УГАТУ», «Мистер УГАТУ». Мы проводим экскурсии на ведущих наших партнеров, на предприятия-партнеры. Также у нас проводятся авиасалоны, различные спортивные соревнования и есть несколько различных клубов по интересам. А также для иностранных граждан, следующий, пожалуйста, слайд, у нас отдельные мероприятия проводятся, такие как ярмарка дружбы. Мы участвуем в парадах национальных костюмов, которые проводит Республика Башкортостан. И также наши ребята участвуют в благотворительных акциях, и во всех возможных культурных и спортивных мероприятиях, которые проводятся в республике. Пожалуй, наверное, это все про международную деятельность. И сейчас про правила приема. Да, хотелось бы, скажем так, пробежаться по основным моментам. Надеюсь, будут и вопросы задаваться, более подробно на них ответим. Что касается подачи документов, это некие единые правила, в принципе, во все вузы Республики Башкортостан. Можно подать документы лично, конечно же, приехав в наши университеты, отправить почтовым службам. И самый, наверное, легкий пока способ – это через личные кабинеты поступающих на сайтах приемных комиссий соответствующего университета. Именно в УГАТУ прием документов начнется 18 июня. Вот он, минимальный набор, минимальный комплект документов, которые необходимо предоставить. Это документ об образовании, документ, удостоверяющий личность, и также необходимо направить или предоставить фотографии. Также на некоторые направления необходима медицинская справка, об этом уже можно уточнить, обратившись в приемную комиссию. В этом году можно в одном заявлении сразу указать 10 направлений, куда вы собираетесь участвовать в конкурсе. Иностранные граждане в этом году будут поступать по результатам вступительных испытаний, которые проходят внутри университета в зависимости от направления подготовки. Например, если брать, как представлено на слайде, инфокоммуникационные технологии систем связи, здесь необходимо сдать вступительное испытание по математике, русскому языку. И является нововведением в этом году, что абитуриент, вы имеете право выбрать предмет, по которому будете поступать к нам. Допустим, если вы считаете, что вы больше специалист по информатике, нежели по физике, вы можете предоставить результаты информатики. Если же владеете больше, допустим, химией, то тоже можете заменить результаты физики, химии, но на определенные направления. И направление экономического характера тут у нас принимается по результатам либо общество знания, либо информатика. По какому предмету вы больше сможете набрать баллы. Вот на слайде представлен перечень минимальных баллов, которые позволяют участвовать абитуриенту в конкурсе на бюджетные места. И
В принципе, даже на контрактные места, при поступлении на эти контрактные места необходимо набрать этот минимальный набор. Это математика 39 баллов, информатика 44 балла, общество знания 45 баллов и так далее. Если у абитуриента имеются документы, подтверждающие индивидуальное достижение, то их тоже необходимо предоставить. Что касается сроков подачи документов. Итак, как я говорил, 18 июня начинается прием документов, и уже 16 июля завершается прием документов как раз-таки для вас, для тех лиц, кто поступает к нам по результатам вступительных испытаний. Далее проходят вступительные испытания, и до 28 числа необходимо подать оригиналы. Ну и основная масса лиц, которые поступают до 3 августа, это как раз-таки основной конкурс. Для того, чтобы участвовать в конкурсе на бюджетные места, необходимо привести уже оригинал, либо направить, либо подать согласие о зачислении на необходимые направления. В случае, если у вас все-таки не получится поступить на бюджетные места, или вы изначально планировали поступать на места по договорам, необходимо документы направить до 17 августа. В принципе, иностранным гражданам можно подать документы даже до 30 августа. Мы будем продолжать прием документов, и это именно касается иностранных граждан. По всем вопросам вы можете обратиться по контактам, указанным на слайде. Это вы направляете как раз-таки вопросы в приемную комиссию университета. Спасибо большое за внимание. Ждем вас в УГАТУ. Спасибо. Спасибо, Радик Рифкатович, Татьяна Александровна, за подробное выступление и на тот видеоролик, который мы презентовали. Вопросы у нас в комментариях в чате сегодняшней трансляции потихонечку появляются. Тейлор Син спрашивает: Граудар берега Булама, Альбитта Граудар берега Була, Шунунышин Бенда Елдых. Спрашивает, можно ли задавать вопросы. Коллеги, конечно, мы для этого и собрались, чтобы ответить на все ваши вопросы. Сейчас разрешите слово предоставить начальнику управления международного сотрудничества Башкирского государственного университета Филиппу Рите Фаритовну. Спасибо большое, Радик Зинатович. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты, уважаемые родители абитуриентов. Сегодня я с гордостью представляю Башкирский государственный университет. И сейчас, если разрешите, можно, пожалуйста, продемонстрировать наш ролик. Башкирский государственный университет является преемником Уфимского учительского института, созданного в 1909 году и ставшего первым высшим учебным заведением в Башкортостане, начавшим профессиональную подготовку кадров и научные исследования. В 1919 году Уфимский учительский институт преобразован в Институт народного образования. В 1929 году в Башкирский государственный педагогический институт имени Тимирязева, на базе которого в 1957 году создан Башкирский государственный университет. Сегодня Башгу — это крупный образовательный и научный центр страны, в составе которого 5 институтов, 10 факультетов, 4 филиала в городах Стерлитамак, Сибай, Бирск и Нефтекамск. Университет реализует свыше 250 основных образовательных программ. ВУЗ занимает лидирующее положение в Республике Башкортостан по подготовке специалистов в области математических, естественных, гуманитарных наук и наук об обществе. Серьезный вклад Башгу и его филиалы вносят также в подготовку кадров в сфере инженерного дела, технологий, технических наук и педагогики. В университете работают более 1000 преподавателей, обучаются 27,5 тысяч студентов и аспирантов из 42 регионов России и 39 стран мира. Свыше 200 тысяч выпускников достойно представляет Башгу в России и за ее пределами. Научные исследования в ВУЗе ведутся по 4 областям и 18 отраслям наук. В числе приоритетных направлений – повышение эффективности добычи углеводородного сырья, новые материалы, передовые цифровые интеллектуальные производственные технологии, генетические исследования, персонализированная медицина.
Многие разработки для российских и иностранных инвесторов уже готовы к коммерческому использованию. Университет является признанным лидером в области гуманитарных и общественных наук. Башгу постоянно расширяет международные академические связи. В числе партнеров университета 76 вузов из стран дальнего и ближнего зарубежья. Совместно с зарубежными вузами Башгу реализует 15 программ включенного обучения и двойных дипломов по нескольким направлениям. Студенты, магистранты и аспиранты имеют возможность принять участие в программах обмена с вузами-партнерами в Китае, Франции, Германии, Финляндии, Испании, Болгарии и Южной Корее. Ежегодно растет число студентов из зарубежных государств. Сегодня в Башгу учатся более 800 иностранцев. Университет уделяет пристальное внимание развитию творческого и спортивного потенциала студентов, формированию активной гражданской позиции. Известные не только в Республике Башкортостан, но и далеко за ее пределами танцевальные, вокальные и театральные коллективы, дискуссионные, поисковые, спортивные и военно-патриотические клубы объединяют целеустремленных и талантливых молодых людей, кто впишет новые страницы в историю страны. Башкирский государственный университет. Сохраняем традиции, создаем будущее. Разрешите представить презентацию Башкирского государственного университета. Башкирский государственный университет располагается в столице Республики Башкортостан, в городе Уфа. Республика Башкортостан – многонациональный и многоконфессиональный край, где более 160 национальностей проживают в мире и согласии. Так, это не то. Башкирский государственный университет имеет более чем 110-летнюю историю. В 2019 году у нас прошел юбилей, нашему вузу исполнилось 110 лет. На сегодняшний день в вузе обучается более 27,5 тысяч студентов и более 3200 слушателей по дополнительному образованию. Более 1200 преподавателей работает в Башкирском государственном университете. Наш университет имеет 4 филиала, расположенные в крупных городах Республики Башкортостан. В этом году выделено более 1995 бюджетных мест по направлениям бакалавриата, а также 466 бюджетных мест по направлению магистратуры. Следует отметить, что иностранные граждане преимущественно выбирают направление как гуманитарного блока, так и естественно-научного. Например, в нашем вузе больше всего студентов обучается в Институте права по направлению юриспруденция и международные отношения, а также по направлению экономика. Вуз достойно представлен в рейтингах как общенациональных, так и общемировых. Инфраструктура вуза представлена 13 учебными корпусами, 7 общежитиями, 5 музейными комплексами, санаторием-профилакторием, библиотекой, спорткомплексом и спортплощадками. Структура университета состоит из того, что, как я уже сказала, у нас 4 филиала в крупных городах Республики Башкортостан, а внутри, здесь в головном вузе, университет представлен гуманитарным блоком и естественно-научным. Здесь вы можете видеть, что у нас есть такие факультеты, как факультет философии и социологии, факультет психологии, факультет романо-германской филологии, после которого студенты могут смело работать переводчиками с английского, французского, немецкого языков, факультет башкирской филологии, востоковедения, журналистики, филологический факультет, институт права, институт истории госуправления, институт экономики, финансов и бизнеса. Естественно-научный блок представлен факультетом математики и информационных технологий, факультетом наук о земле и туризме, химический факультет, инженерный факультет, биологический факультет, физико-технический институт. В этом году я бы хотела отметить, что впервые с 1 сентября, здесь вот не представлены на слайде, будут запущены 4 программы на английском языке. Это программа по медицинской геномике, по прикладному программированию, международным отношениям и международному бизнесу. Международная деятельность в университете
очень сильно развивается и большое значение ей сейчас придается. Более 917 иностранных студентов у нас на сегодняшний день обучается в ВУЗе из 42 стран мира. ВУЗ состоит в партнерских отношениях с 76 зарубежными организациями-партнерами. В ВУЗе функционирует более 16 программ включенного обучения или так называемых программ обмена, когда российские студенты, в том числе иностранные студенты, могут принять участие и семестр или целый год провести в ВУЗе-партнере, обучаясь либо в программе по изучению какого-либо языка, либо по изучению своей направленности. Среди таких программ представлены страны, такие как Финляндия, Южная Корея, Болгария, Франция, Китай и другие страны. Также у нас в ВУЗе функционирует программа двойных дипломов. Так успешно функционирует программа по международному бизнесу с университетом Леонидским. Это значит, что студент, поступая на первый курс по данной программе, знает, что на втором-третьем курсе он поедет в Леонидский университет и будет полный цикл там 2 года обучаться. Возвращаясь на 4-м курсе обратно в Уфу, здесь он доучивается в нашем ВУЗе и на выходе после 4-го курса получает сразу 2 диплома. Это диплом Леонидского университета и диплом Башкирского государственного университета. В этом году подобного рода программа двойных дипломов была запущена со Швейцарской академией международного права. Это значит, что у студентов Института права именно по линии международных отношений есть возможность обучаться в Швейцарии, точно так же по программе 2 дипломов. Я считаю, что это очень большое достижение и очень большие возможности. Также ВУЗ предоставляет европейское приложение к диплому, что дает дополнительные возможности выпускникам Башкирского государственного университета трудоустроиться в европейской стране без прохождения процедуры признания. Студенческий городок, как я уже сказала, представлен 7 общежитиями. И в этом году у нас большое событие. За очень достаточно длинный промежуток времени у нас построено новое общежитие, которое будет сдано в эксплуатацию летом этого года. Это значит, что те ребята, которые поступят в этом году, с 1 сентября будут жить в новом, абсолютно новом общежитии, с абсолютно новой внутри инфраструктурой, мебелью и так далее. И мы считаем это тоже большим плюсом. И, как видите, можно даже наблюдать на слайде, что главный корпус БГУ находится прямо через дорогу от данного нового общежития. Еще раз повторюсь, это общежитие исключительно для иностранных студентов. Оно гостиничного типа. Что касается ежемесячных расходов студентов, приблизительно мы даем здесь вам такие цифры, да, для ориентира. То, что приблизительно на продукты, бытовую химию и так далее уходит 10 тысяч рублей в месяц. Транспорт тут также представлены цены, да, автобус 30 рублей, такси 90 рублей. Но в случае, если студент проживает в студенческом кампусе, он тратиться на дорогу в принципе не будет. Сотовая связь и интернет 1000 рублей, проживание в общежитии 540 рублей в месяц. Досуг мы написали 350 рублей в месяц, это значит поход в кино или поход в кафетерий, вот, чтобы приблизительно и родители могли ориентироваться, и будущие студенты, сколько денег они будут тратить в месяц, опять-таки. Жизнь иностранных студентов, она очень активна. Мы стараемся вовлекать их во все возможные мероприятия, во все возможные форумы, которые проводятся как на российском уровне, так и на республиканском уровне, для того, чтобы иностранный студент чувствовал себя здесь максимально комфортно. Забегая вперед, скажу, что у нас развит очень сильно в ВУЗе институт кураторства и институт тьюторства. Это значит, что в период прибытия иностранного студента за каждым фактически абитуриентом, ну студентом уже я буду говорить, закреплен куратор или тьютор. Это значит, что студент не будет чувствовать себя брошенным, и процесс адаптации пройдет у него гораздо легче. Также хотелось бы отметить, что активно мы вовлекаем наших иностранных студентов в создание и ведение своих блогов, для того, чтобы они от первого лица могли показать, каким образом им здесь учатся, как они здесь проживают в общежитии, как они проводят свое свободное время и так далее. Ну, таким образом студент с творчеством к этому подходит, и, значит, мы этому тоже рады.
Значит, наши партнеры, вы видите, представлены здесь на слайде. 80% выпускников трудоустроены в регионе. Здесь мы, конечно, не говорим сейчас о иностранных студентах, но, тем не менее, иностранные студенты, каждый выпускник иностранный курируется международным отделом и далее, потому что есть так называемая ассоциация выпускников университета. И мы прекрасно знаем, что выпускники Башкирского государственного университета трудоустраиваются 100%. И поэтому рекомендуем вам к нам поступать, потому что наш диплом котируется в странах СНГ, в странах дальнего зарубежья. Еще раз повторюсь, что связь с выпускником нами поддерживается постоянно. Благодарю за внимание. Здесь представлены наши контактные данные. Обращаю ваше внимание, что в правом нижнем углу есть телефон, а также мой личный сотовый телефон. Вы можете позвонить, написать в любое время. Я всегда готова ответить на вопросы, потому что поступление иностранных студентов в наш университет, он полностью курируется нашим международным отделом. Поэтому, если у родителей есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу на них, чтобы все ваши сомнения рассеять. Вот, приезжайте к нам в Башкирский государственный университет и вообще в нашу дорогую республику Башкортостан. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Рита Фаритовна. На самом деле очень подробная презентация была Башкирского государственного университета, авиационного технического университета. Да, ведь поэтому, коллеги, еще раз напоминаю, данные ссылки будут сохранены в комментариях. Вы всегда сможете использовать. Я думаю, что на данную трансляцию ссылка будет доступна до 1 сентября этого года, поэтому вы можете всю необходимую информацию получать вот в рамках вот этой презентации сегодняшней или по тем контактным данным, которые были указаны в конце презентации каждого университета. Хочу также напомнить, коллеги, что ждем мы от вас ваши вопросы в наших комментариях. Мы несколько раз уже останавливались и просили, вопросы на самом деле приходят. И с вашего разрешения, коллеги, я предлагаю перейти к обсуждению этих вопросов. Можно включить, наверное, на экран, выдать эти вопросы. В первую очередь нас поприветствовала и пожелала удачи Карина Зиязидинова. Спасибо большое вам тоже за участие. Надеюсь, мы постарались и максимально подробно остановились на те вопросы, которые вы хотели бы услышать. Следующий, Махмудов Ахмед нас спрашивает, можно ли поступить, учиться во всех программах авиационного университета, нет ли ограничений для иностранных граждан. Если, Ахмед, я неправильно озвучил ваш вопрос, просьба будет еще раз написать. Я, если правильно понял, я вам адресую, уважаемые коллеги. Да, спасибо большое за вопрос. На самом деле у нас в УГАТУ есть только два направления, которые, к сожалению, закрыты для иностранных граждан. Это специальные электромеханические системы и инфокоммуникационные системы, технологии специальной связи. На остальные направления мы вас ждем, пожалуйста, поступайте. Ну, наверное, ответила, да, на конечно, вопрос? Спасибо большое. Я работаю учителем в Узбекистане. Как поступить в аспирантуру Башкирского государственного педагогического университета, есть ли педагогика? Ну, коллеги, название нашего университета, да, это уже говорит о том, что мы являемся педагогическим университетом, который входит в топ, наверное, педагогических университетов всей России. Конечно же, у нас не только есть аспирантура по направлению педагогика, но еще диссертационный совет. Это о чем говорит? Это о том, что вы поступаете к нам в аспирантуру, и здесь же можете защититься и получить степень кандидата наук. Поэтому на официальном сайте Башкирского государственного педагогического университета весь алгоритм поступления в аспирантуру имеется. Просьба также, вот мы в ссылках дадим вам презентацию на ролик, как бы
педагогического университета, которая была 20 апреля. Там наши контакты, данные, то международное отдело есть. И на сайте также международный отдел хорошо представлен, поэтому все контактные данные, в том числе WhatsApp, по WhatsApp, по Viber, можете позвонить, и мы сможем вас проконсультировать. Алиджон Хакимов спрашивает: здравствуйте, назовите перечень документов, представляемых соотечественниками для подтверждения своего статуса при поступлении в ВУЗ на бюджетное место. Так, давайте я отвечу на этот вопрос. Конечно. Значит, согласно федеральному закону, соотечественниками являются потомки лиц, проживающих на территории СССР или Российской Федерации. Поэтому для поступления на бюджет вам нужно предоставить свидетельство о рождении родителя, где будет указано, что он родился на территории СССР. И также ваше свидетельство о рождении, где будет подтверждение, кто именно ваш родитель. Если вы являетесь потомком, например, ваша бабушка проживала на территории СССР, тогда, соответственно, нужно свидетельство о рождении вашего папы или мамы, с какой стороны ваша бабушка, чтобы подтвердить вот эту цепочку преемственности. Собственно, все. И остальные документы, которые требуются для поступления. То есть от вас только 2 подтверждающих документа. Это, причем заверять их никак не нужно. Свидетельство о рождении родителя там есть на русском языке, и свидетельство о рождении ваше, и еще обязательно нужно подтвердить, что вы проживаете за рубежом. То есть, соответственно, вашу прописку по месту жительства. Вот и все. Спасибо большое, коллеги. Я надеюсь, на ваш вопрос ответили, и вы уже понимаете, о чем речь. Так, Мурат Размедов спрашивает нашего представительницу из Башкирского государственного университета, можно ли поступить на юридический факультет, значит, на специалист-юрист, какие экзамены будут и какие документы нужно сдавать. Спасибо большое, Мурат, за вопрос. Конечно, можно поступить к нам в Институт права по направлению юриспруденция. Экзамены будут внутренние вступительные экзамены, это тестирование по 3 предметам: обществознание, история и русский язык. Документы нужны следующие: это паспорт с переводом нотариально заверенным на русский язык. Это документы о вашем предыдущем образовании. В случае, если вы закончили школу, то это должен быть школьный аттестат с переводом на русский язык нотариально заверенный. Если мы говорим с вами о том, что вы закончили колледж, то, соответственно, вы переводите диплом колледжа на русский язык, не вы, а нотариус с переводчиком, нотариально заверенный необходим перевод диплома плюс приложение к нему. В принципе, все, этого пока достаточно. Сразу отмечу, что на юриспруденции бюджетных мест, к сожалению, у нас нет. И речь идет, конечно, только о коммерческой основе в данном случае. Спасибо большое, Рита Фаритовна. Следующий вопрос адресован Башкирскому государственному педагогическому университету. Я надеюсь, Алиса, если вдруг неправильно я ваш вопрос понял, вы подправьте меня. И у меня есть друг из Франции, который хотел бы поступить на русский язык в БГПУ. Это возможно. Да, в принципе, если студент владеет русским языком, ведь у нас в нашем университете имеется программа бакалавриата педагогическое образование, английский язык и русский язык как иностранный. Если все-таки иностранный студент не владеет совсем русским языком, то мы предлагаем в сентябре поступить сначала на подготовительный факультет, а после подготовительного факультета уже поступить на, может быть, передумает ваш уже друг, и уже другое направление выберет, знакомиться со всеми специальностями, со всеми направлениями, которые у университета есть. Поэтому всегда, пожалуйста, наши контакты вы сможете найти на официальном сайте, мы обязательно с удовольствием на них ответим. Тамерлан спрашивает, объясните, что значит соотечественник, кто входит в данную категорию? Ответили. Я думаю, что, наверное, вопросов не осталось. В принципе, также в интернет-пространстве, ведь очень много информации про соотечественников, как поступить, какой алгоритм. И уверяю вас, каждый университет в разделе для абитуриентов имеет свою колонку для соотечественников. Поэтому всегда обращайтесь по тем номерам, которые там указаны, и вы сможете ознакомиться со всеми ответами
со всеми вопросами, на которые там ответы размещены. Есть желание поступить в магистратуру в Башкирский государственный университет, факультет филологии. Я так понимаю, человек из Турции, свободное владение башкирским языком, это вы как раз-таки, Тейлор Син, спрашивали на башкирском языке, очень приятно, нам даже как-то поговорить с вами на башкирском языке было очень приятно. Есть опыт работы преподавания и хочет и может совмещать учебу и преподавать турецкий БГУ. Также есть возможность рассматривать только бюджет, то есть, да, Виктория Тифаритовна, цель завершить учебу и вернуться в Турцию преподавать башкирский. Что нужно знать также, чтобы поступить из Турции? Спасибо большое за ваш вопрос. Ниже я вижу, что вы пишете, что у нее плохой русский. Я делаю вывод, что речь идет о гражданке Турции. Во-первых, также к словам Радика Зинатовича я присоединяюсь. Это огромная приятность вообще видеть, что продвижение башкирского языка за рубежом идет и в Турции. В данном случае, я не знаю, о ком идет речь, о девушке, наверное, да, которая преподает башкирский язык. Это очень приятно слышать. Вот. Что касается поступления в магистратуру на факультет филологический, без проблем поступают граждане иностранные на факультет филологии. В магистратуру поступление идет через посредство собеседования, то есть студент просто должен пройти собеседование с комиссией, с преподавателями, этого достаточно. К сожалению, сразу говорю, что собеседование будет на русском языке, поэтому надо постараться сейчас за эти сжатые сроки немножечко усовершенствовать свой русский. Но сразу вас уверяю, что никто с вас там спрашивать прям на 100% не будет. При этом отмечу, что в случае, если данная гражданка является вот просто гражданкой Турции, да, и не имеет никакого отношения к статусу соотечественника, к сожалению, на бюджетное место она поступить не сможет в магистратуру. Если она является соотечественником, конечно, тогда мы готовы ее принять без проблем, потому что нам очень, еще раз повторю, приятно, и мы очень горды тем, что продвижение башкирского языка осуществляется за пределами не только Республики Башкортостан, но и за пределами Российской Федерации. Коллеги, ну, на бюджет поступить будет в рамках, возможно, только в рамках квот правительства Российской Федерации, да, ведь поэтому вы сможете это сделать, вот, ну, к сожалению, на следующий год, уже в этом году поздно. Да. Так, Азизбек Хусаинов нам передает салям алейкум, ва алейкум ассалям, Азизбек. Исламов, русский как иностранный учатся БКПУ, можно, да? Я уже проговорил ислам по данному вопросу, вы сможете, как и обещал, сохраним презентацию, ссылку оставим, поэтому вы сможете на все вопросы еще раз получить ответы свои из Таджикистана. Угу. Так, Джамиль, Ахмад Джамиль, спасибо большое за подробную информацию. Джамиль, всегда пожалуйста, для этого мы с вами и работаем. И Джамиль спрашивает, будет ли открыт прием документов по квотам в этом году. Джамиль, если речь идет о квотах правительства Российской Федерации, то первый этап у нас завершился 15 марта. Вот мы буквально в апреле, наверное, ждем уже результаты второго этапа для того, чтобы начать работу с теми, кто прошел и поступит в этом году. Тимур, я так понимаю, вопросов нет? Так, еще какие-то вопросы приходили у нас на электронную почту. Спрашивают, сколько нужно набрать баллов для того, чтобы поступить на бюджет в УГАТУ. Ну, в принципе, Тимур Радик Равкатович отвечал, но если... Я прокомментирую только, да, минимальный порог был указан, это, в принципе, по каждому предмету нужно набрать 40 баллов. Это тот минимальный порог, который вы можете участвовать на бюджетный конкурс. Ну а так в среднем скажу, что на направление подготовки технические это где-то 170-175 баллов средний проходной. Если же мы говорим IT-сфера, то там желательно уже набрать около 200 баллов. Ага, спасибо огромное. Коллеги, очень много вопросов приходило именно про стоимость общежития. В принципе, в каждой презентации мы увидели, да, ведь сколько стоит в среднем проживание в месяц для иностранного студента.
И также спрашивают, все ли университеты предоставляют для иностранных студентов общежитие. В принципе, Рита Фаритовна проговорила, что даже целый корпус имеется. Ну, наверное... У нас также всем иностранным гражданам предоставляется общежитие. Мы стараемся заселять иностранных граждан вместе с россиянами как одногруппниками, чтобы им было лучше учиться. Но также у нас есть общежитие под номером 5, где как бы целых 2 этажа, там проживают именно иностранные граждане. Так что не переживайте, всем место в общежитии найдем. Спасибо огромное, коллеги. На самом деле... У каждого университета есть целый комплекс студенческого городка. Жизнь кипит не только у нас в стенах учебных корпусов, а как раз-таки творческая жизнь проходит в стенах наших общежитий. Поэтому у нас всегда весело. И хочу сказать, не только на республиканских конкурсах общежития занимают наши лидирующие места, но и на всероссийских мы этим гордимся. И самое главное, да, ведь, что у нас город Уфа является самым зеленым городом России, поэтому у нас очень много парков, где можно прогуляться, где можно общаться, найти новых друзей, и можно даже в парке делать уроки, заниматься, общаться с однокурсниками. Коллеги, я так понимаю, на этом... Еще вопрос. А летом в общежитии можно жить. Ислам, конечно, для иностранных студентов, учитывая даже вот прошлогодний опыт с ковидом, когда границы были закрыты и иностранные студенты не могли выехать, стоимость не повышается. То есть это вот весь вот этот пакет, который действует во время учебного времени. Если вы даже не имеете возможности, да, ведь финансово уехать летом домой, то, конечно, не вопрос, общежитие за вами сохраняется. Поэтому здесь тоже все делается для студентов. И могу гарантировать, что даже летнее время воспитательные, творческие мероприятия не заканчиваются, активно бьет ключом, я даже так могу сказать. Коллеги, если нет вопросов, подводя итоги сегодняшней работы, мы от имени Совета ректоров вузов Республики Башкортостан выражаем всем благодарность за участие. Желаем прежде всего крепкого здоровья, успешно пройти итоговую аттестацию и определиться вузом. Вот только в Республике Башкортостан очень много университетов, и вот презентации лидеры, наверное, да, ведь они представлены, и вы сможете ознакомиться и сделать правильный выбор. Мы, конечно, вас в первую очередь ждем в стенах республиканских университетов. Пожалуйста, приезжайте, звоните, мы готовы дальше выходить на связь с вами. Если вы скажете, у нас есть возможность там даже с определенной школой, колледжем, пишите нам, мы организуем и организуемся с коллегами. У нас очень тесные, хорошие отношения с каждым университетом. Будем готовы выходить на связь и отвечать на все ваши вопросы. Коллеги, благодарю за внимание. До новых встреч. До свидания. Спасибо, до свидания. Всего доброго.